И всем привет, на канале Мэри ТВ. Сегодня у меня будет мое первое видео про лизуны. А перед чем, как начать этот видеоролик, подпишись на канал и поставь лайк. А мы начинаем! Чтобы сделать нашего лизуна, нам понадобится какая-нибудь палочка или ложечка, клей ПВА-М, супер, я взяла фирму, краска, пожелание и тетраборат натрия. Еще нам понадобится емкость, в которую мы это все будем делать. Ну что ж, начинаем делать наши лизуна. Я сделала его двухцветный, поэтому пока что беру один тюбик. Сначала сделаем белый. Можете брать сколько хотите. Так, надо клеить. Видите, у меня он густой, и это хорошо. И главное, чтобы он был не просроченный, а то это будет плохо. Так, прикладываем палочку. Если я сначала буду делать белого, то тогда пока что не добавляю краситель. Открываю тетраборат натрия. И добавляем его по капелькам. Я пока что добавлю 2 капли. Так, все. Тетраборат добавили. И теперь это все надо хорошенько, тщательно перемешать. Так, пока что у нас ничего не загущается. Ничего, добавлю еще. И перемешиваем. Тут уже у нас пошла реакция. Так. Он, кстати, собирается комочками. Потом эти комочки надо соединить. Я такого лизуна уже пробовала делать. У меня он получился. Так. Тетраборат действует у меня не сразу. Поэтому я мешаю его. Добавлю пока что. Я лизуна покрашу в розовый. Ну, у меня он будет двухцветный. Так, первый я делаю белый. Кстати, смотрите, у нас уже начинает загущаться. Она уже такая густая. Ну, смотрите. Есть еще другие рецепты, но я выбрала пока что вот именно этот. Вот он уже, как я говорила, этот аппарат у меня не сразу действует, поэтому у меня он только сейчас начал уже такой тяжело становиться, и его становится сложно мешать. Я делала густого лизуна и хочу тоже сейчас сделать такого густого, чтобы можно было такие завертушечки делать. Прикольно. Во, уже начал загущаться. Все, встает у меня оттенок он, и это хорошо. Может, надо будет еще добавить раствор воды с содой. Так, но пока что он отстает от стенок сейчас. Вот, видите? И он уже не липнет к рукам. Но его надо все равно вымесить в ручках. Почти всю тарелку очистил. Вот смотрите, он уже получился. Смотрите, вот такой вот крутой слайм. Или лизун. Он мягкий. И хорошо тянется. Правда, вот если бы я взяла обычный клей ПВА, то он бы, ну, был такой жидкий. Я очень давно как-то делала такого, и у меня получился как... Бывает же такая... В таких баночках лизуны. Вот у меня такой же получился, только капельку куще. А этот, видите, такой густой. Я пока что его отложу в сторонку. И начну делать второго лизуна. Это у меня уже будет светло-розовый. Добавляю тоже 5 клей. У меня 85 грамм. Но вы можете взять больше или меньше. Это все-таки маленькие. А больше не делаю. Так, добавлю, там еще есть. И добавляю сюда обратно. Точно, надо сначала покрасить нашего лизуна. Я хочу сделать светло-розовый. Добавляем краску. Да, почти не красится надо. Еще. Вот, пожалуй, хватит. Мешаем тщательно, чтобы получилась однородная масса.
Так. Вы можете добавлять красители по желанию. Если хотите, можете оставить просто беленьким таким, как мы вначале делали. Я потом эти два лизуна соединю. И получится очень красиво. У меня тут еще разводы, поэтому мне надо еще долго мешать. Ну вот. Вот такой вот цвет. Кстати, клей ПВА съедает все время краску. И это неудобно. Придется ее много-много добавлять. И этот лизун, который мы положили, еще не застыл. Так, теперь добавляю тетраборат натрия. Вы можете использовать другой загуститель, например, как освежитель для воздуха, жидкость для линз. Можете любой использовать. Но у меня дома стоит тетраборат натрия, я его использую. Так. Так, у меня начинает загущаться клей, сворачиваться. Лизун получается очень классный, я его советую вам. Тут не надо ничего дополнительно добавлять. Всего лишь 3 ингредиента. Ну, если без 2 ингредиента. Как раз можно не считать. У меня уже вот становится такая вот густая масса. Обычный клей просто. Эти лизуны очень приятные на ощупь. И если вы, они получаются такие, как будто они держат форму и также мягкие, они не твердые, то есть. Ну и как у всех лизунов надо хранить в закрытом контейнере. Вот это уже начинает сворачиваться. Вот. Только это как-то по-другому начал сворачивать. Тут прямо сразу начал. А это как-то по-другому. Можете сложиться тут краска. Вот начал. Почти в конце уже сложно они как-то начинают мешать. Начинают мешать. Потому что они уже становятся такими густыми. Вот. У меня уже свернулся. И он очень красиво выглядит, как будто расплавленное мороженое. Смотрите, правда на камеру, выглядит такой прям бледный-бледный. Но, кстати, после того, как я добавила туда тетраборат натрия, он стал ярче. А так он у меня был побледнее, как на камеру примерно. Но сейчас он стал очень яркий. Так, я убила, кажется, тетраборат натрия и краску. Сюда я их разделила брать. И буду сейчас вымешивать в руках наш второй лизун. Так. Сейчас вымешиваем. Что-то он какой-то жидкий. Мне это не очень нравится. Потому что он такой жидкий. Потому что это такой, более твердый. И он издает еще такие звуки прикольные. Вот. И скоро мы будем их смешивать. Эти два слайма, вот эти два красивых миленьких слайма. Вот, кстати, вот этот быстрее растает, чем этот. Они же потом смешаются. И будет круто. Беру два слаймика. Кстати, они на камере выглядят, как будто просто два белых. Сейчас повторю. Да, беленький такой. А это у меня розовенький, брат. Так, я их смешиваю. Вот, можно включить. Так, раз, два, момент истины. Все, я их смешала, это выглядит как мороженое. Буду залипательные видосики сделать. Кстати, у него, если растягиваешь, фактура совсем другая. У него такая вот фактура, не как у обычного, а какая-то другая, как пушистая. Он такой пушистый, если растягиваешь. И сейчас, ребята, у нас будет залипашка. Я буду не отвечать.
Ну, кстати, еще шуршит, не знаю, слышно ли это на камеру. Пример татуировки услышу. Он реально очень хорошо сушит. Вот такое вот у нас видео получилось. Я вам советую этот лизун. Он очень крутой. И надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и ставьте лайки. Всем пока-пока!